Племенная служба Приморского края. Панченко Людмила Константиновна. Работаю много лет в этой службе. И в этом году нам 50 лет всем исполнилось. И вот на протяжении этих многих с Якутской, с племенниками Якутской республики мы всегда встречались, общались на совещания, на семинары. У нас были какие-то такие добрые отношения. Всегда Дальний Восток, мы все друг с другом очень хорошо дружили, относили, обменивались опытами. Но в этом году, в 23-м, приезжала к нам, коллеги приезжали в Приморский край. Николай Николаевич, Татьяна Андреевна, Сергей Петрович. Они приехали к нам в августе, были на нашем предприятии. Мы показали свое, что у нас имеется, обменялись впечатлениями, обменялись мнениями. Нам как-то так очень хорошие, добрые отношения у нас сложились, вот уже с новым таким форматом, уже с новыми специалистами. Ну и когда стал вопрос, что они говорят, мы вас пригласим, у нас лаборатория, у нас завод открывается, мы с удовольствием, говорю, да мы приедем, мы готовы были даже на поезде поехать 3 дня. Как-то вот сразу договорились. Ну, мы ждали этого визита, мы ждали с удовольствием, но в связи с тем, что его перенесли уже на поздний срок, ну вот мы прилетели. Вчера у нас был такой полноценный, насыщенный день. То, что говорила Елена Михайловна Колдаева, посетили звероводческую ферму, я тоже ездила, я тоже посмотрела. Мне очень понравилось. Ну и вот день такой вчера был как-то такой полный. И сегодня особенно мы ждали этого дня, что когда будет открытие, мы приедем. Ну такой волнительный момент, когда утром мы подъехали, вот уже собралось все руководство. Действительно, это очень здорово. Я стояла и завидовала, думаю, какие молодцы. Вот как они все могут, как у них находят внимание племенной службе. Вот я рада за коллег. Нам очень все понравилось, все новое, обновленное, специалисты, во-первых, все доброжелательные. Все как-то мы какая-то одна семья. Племенники всегда были так. Мы всегда относились, это вся Россия, вот мы все как-то одна семья. И когда мы посмотрели еще и лабораторию, посмотрели бычник, и здесь я по-тихому просто завидовала. Думаю, как-то так почему Приморский край богатый, рыбный, все, у нас нет денег ни на что, у нас денег нет на лабораторию, у нас денег нет поддержать племенную службу, у нас ни на что денег нет. Мы уже так живем, выживаем. Нам очень, не то, что я не скажу, что обидно, нет, наверное, в каждом регионе. Но я очень рада за якутских коллег, я очень за них рада. За их профессионализм, грамотные все. На любой вопрос, на любую тему с ней можно было с ними разговаривать. С Татьяной Андреевной мы вчера провели целый день, Максим, руководитель зверосовхоза. Мы общались, мы ехали туда, и мы ехали сюда, мы только про работу и говорили. Все вроде опять про работу, потому что много интересного, много нового. Но то, что сегодня, когда на музей мы открывали, я рада за Татьяну Андреевну, что она сохранила, что у них такой музей. Мы тоже пытались его, но у нас не получилось. Ведь история развития племенной службы у всех одинакова, почти у всех одинаково начиналась. Постановление ЦИКа и Совета министров еще 30-е годы. Почти что по документам, я ее послушала, и у нас почти одинаково все это шли. Каждый шел вроде своим путем, в одном направлении. Кто-то быстрее, кто-то помедленнее, кто-то как-то у всех получалось. Но я прям побывала в каком-то таком прошедшем с востока, когда начиналось, потому что я тоже занимаюсь с этим вопросом, история создания стада Приморского края. Я очень много поднимала литературы исторической, и я написала историю
нашего вот племенной службы Приморского края, с чего это начиналось. И у меня, конечно, такие исторические справки. Мне вот сейчас уже, вот в этом году 50 лет нам, я уже завершаю этот материал, но мне просто огорчительно, что уже много коллег ушло из жизни. И у которых бы я еще бы что-то спросила, которые бы я еще уточнила. Но то, что, как я сказала, что я работаю 50 лет с самого создания, и в моих руках, я была вторым лицом в племенной службе, в моих руках все вот эти были постановления организационные, это я сама все делала, укрепляла, там разъединяли, согласно вышестоящих, конечно, постановлений, приказов. И нашу службу очень трясло, нам не давали спокойно работать. 10 лет единственно, 73-83. Нас как по волне вот катало. То в одно министерство нас передадут, то какой-то глав создадут, опять туда все совхозы передадут, часть туда, часть сюда. И нас как-то тусовали, как на шахматной доске. Нам не давали работать стабильно. И почему у нас и племенная вот сейчас служба 30 лет, никто не занимался, ее только развалили в 95 году создание этого приказа, и 123 ФЗ, и понеслось, и понеслось, и понеслось. И мы катимся все дальше. Это мое мнение, это мое личное, и на основании опыта, и куда наша телега скатится, не знаю, но надеюсь, я все-таки оптимист, надеюсь, что все будет хорошо. И я рада, почему сегодня Якутская республика все это сохранила, и у нее это все сохраняется, и я вот просто рада за коллег, вот в этом смысле слова. Но где-то еще, наверное, какие-то регионы, где-то тоже жизнь как-то идет такая активная, где, у нас не сохранилось поголовье в Приморском крае, и, соответственно, у нас, наверное, и вот такие объемы. Но мне очень понравилось, и я просто благодарна. Вот, и привезла я своих 2 коллег сюда, и начальник отдела у меня по племенной работе, и специалист. Они тоже девочки, помоложе. Очень довольны, и много чего мы узнали. И есть чем поделиться нам, и рассказать про себя тоже, что вот у нас тоже так. Ну и что... Ваши пожелания хотелось бы услышать в адрес я уже коллег из пожелала Якутии. всем, где я была, и в лаборатории, и там. И я вот прям подходила, говорю, девчонки, ребята, самое главное здоровье вам, чтобы у вас просто вот настроение было, поднять все это, держать и дальше продолжать. Вот я разговаривала со специалистами, все, да, и в лаборатории, да. Всем я им просто, я очень благодарна, что они молодежи много у вас, очень много молодежи, которые, я надеюсь, что все-таки республика будет у нас на Дальнем Востоке в числе передовых, и мы еще будем приезжать, смотреть, радоваться за коллег. Большое спасибо. Вам тоже доброго здоровья, дальнейших успехов. Почаще приезжать в Якутию, обмениваться опытом. Спасибо большое. Спасибо вам тоже. Спасибо. Всего доброго вам. И вам тоже удачи. Спасибо.